1 по 4. То же самое, очень важна мебель, да, ученическая мебель, чтобы ребенку было комфортно сидеть. На этот раз сотрудники Роспотребнадзора проверяют готовность 3-й Икажевской школы к новому учебному году. Первое нарушение отмечают почти сразу же. В классе проблемы с освещением. Как поясняют сотрудники школы, во время косметического ремонта некоторые лампочки пришлось выкрутить. Но до 1 сентября этот вопрос точно не будут тянуть, обещает директор. Далее проверяющие осматривают парты, в каком они состоянии, и даже их расположение. По стандарту расстояние между первой партой и классной доской должно быть не менее 240 сантиметров. Здесь оно соблюдается во всех кабинетах. Не менее важный пункт – обеспечение питьевой водой. Прямо в кабинетах. Да. Хотя у нас есть общий коридор. Так, фонтанчик в коридоре общий, а это для класса. Это родители сами, родительский комитет специально, чтобы они... Ну, в обязательном порядке, чтобы у вас питьевой режим был тоже организован в коридоре. Да, есть. На всех этажах. В холле действительно установлен питьевой фонтан, наполненный минеральной водой. Вентиляционная система в рабочем состоянии. А для контроля температуры в учебных кабинетах установлены термометры. Режим проветривания соблюдаете? Соблюдаем только во время перемены. Когда им дует лицо или спину, они же болеют, начинают кашлять. И на второй день их не бывает, малыши особенно. Они же в одной рубашке приходят. Если к учебным классам у проверяющих нареканий не возникло, то в столовой ситуация в корне меняется. Кроме того, что здесь отсутствует маркировка кастрюль и инструментов для разделки продуктов питания, на окнах нет защиты от насекомых. Сотрудники уже изучили санитарное меню. Ну, конечно. Прошли они Да, санитарное конечно. меню. Она уже 2-й год работает. Медицинские книжки, чтобы у них уже на руках были. Обязательно, чтобы они уже здесь, вот здесь 1 сентября уже была маркировка на столах. Это в обязательном порядке, они у вас должны быть. То же самое засечивание окон. Хорошо. Медицинские книжки и работу персонала сотрудники Роспотребнадзора проверят уже после начала учебного года, во время плановых проверок. По выявленным нарушениям, которые мы ранее озвучивали директору школы и выдавали предписание, они в ходе летних каникул уже устранили все эти нарушения. А так проведен косметический ремонт школы. Следующая школа, куда наведываются сотрудники Роспотребнадзора, 1-я Икажевская. Учебному заведению в этом году исполняется 83 года. Несмотря на проведенный косметический ремонт, она давно нуждается в капремонте и новой мебели. Тут мы все время вписываем, чтобы у них в компьютерном классе была специальная мебель, ученическая специальная мебель. Это у нас идет по санитарным правилам. Мы должны требовать, и мы вписываем это в предписание, чтобы они выполняли. Если они не устраняют это нарушение, мы передаем уже материал в суд, и по 19.5 их наказываем. По остальным параметрам школа готова к новому учебному году. Подводит итоги проверки комиссия. Особое внимание здесь уделили и пожарной безопасности. Помимо огнетушителей во дворе школы установлен гидрант. Гидрант школы у нас ранее имелся, но дело в том, что он не соответствовал вот тем пожарным нормам, которым должен был соответствовать. И мы решили в этом году при помощи спонсора одного обновить гидрант. Мы его сделали. Сейчас мы сохранили и старый гидрант, и есть у нас новый такой мощный, хороший гидрант. Проверяющие осмотрели и спортивный зал. К новому учебному году здесь поменяли пол, провели косметический ремонт. В целом 1-я Икажевская школа полностью готова принять своих учеников. Мы уже, сотрудник управления Роспотребнадзора, был охвачен уже 80% всех школ на готовность. И также мы видим, что косметические ремонты во всех школах уже проведены. Директора уже позаботились об этом. Но и все же остается у нас некоторые школы, которые должны уже капитальный ремонт должен провестись. Подобные проверки проводятся в обязательном порядке ежегодно. Помимо Роспотребнадзора, все надзорные органы также организовывают рейды, чтобы убедиться, дети учатся в безопасных школах, где могут получать знания в комфортных условиях. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.